Я думаю, вы нас не подведете и покажете свои знания истории родного края. Если что-то вам покажется, вы чего-то будете не знать, потом это будет лишний повод для того, чтобы еще раз прочитать тот материал, который вы не знаете. Хорошо? Как называется на ингушском языке черкесское, кто написал книгу «Сыновья Беки»? На эти и другие вопросы, связанные с ингушской этнографией, отвечают старшеклассники. Зевак здесь не найдешь, да и трудным этот тест назовут разве что единицы. К примеру, у Дали Картоева с ответами проблем особых не возникло. Вопросы были нетрудные абсолютно. Такие вопросы мы каждый день изучали на уроках ингушской литературы. Никакого труда в написании нас не составило. В форме тестовых заданий этнодиктант в республике проводится впервые. Всего 25 вопросов, чтобы оценить уровень этнографической грамотности школьников. Конечно, затронуть всю историю здесь невозможно, но для подрастающего поколения это отличная возможность, чтобы узнать, насколько хорошо они знают культуру и быт своего народа. Мухаммад Али до этого момента особо не интересовался историей Ингушетии, поэтому некоторые вопросы оказались для него сложными. Были вопросы политического уровня нашей республики, о создании нашей республики, о реабилитации репрессированных народов. Это были, так скажем, самые сложные вопросы для нас, так как это для нас немного больная тема. Но мы их знаем, мы их изучаем в школе, и, так сказать, больших сложностей они не провели, но все-таки были затруднения. Всероссийская культурно-просветительская акция в регионе проводится под эгидой 25-летия республики. Для проведения теста в республике в разных школах открыто более 20 площадок. В зале собраны учащиеся гимназии Марем и лицея. Оценка знаний учащихся, этнографических знаний учащихся будет оценена, произведена в соответствии с их возрастными особенностями, то есть соответственно возрасту. На самом деле интересная акция, которая должна проходить, и я думаю, это будет традицией для школ республики, что позволит повысить уровень наших детей, знаний наших детей о республике, о традиции нашего народа. Все, что связано с языком и культурой родного края, тема, которой нужно уделять максимум внимания, отмечают учителя. Особенно это важно для преподавателей родного языка, литературы. Очень важно знание своей истории, потому что человек без истории – это как дерево без корней. И поэтому мы стараемся на своих уроках, во внеурочное время проводить работу с детьми так, чтобы они знали, кто они, откуда они вышли, чем они интересны, что было интересного в жизни наших предков, какие обычаи, какие традиции и что мы должны сохранить. Результаты сегодняшнего тестирования будут известны через несколько дней после проверки специальной комиссии. Шарадат Холухоева, Майрбек Межоев, Новости 24.